Константин Станиславский говорил, что единственный царь и владыка сцены – это талантливый артист. Насколько сложно стоять на освещенной сцене и понимать, какого неимоверного труда стоит актерское вдохновение, выглядящее из зрительного зала таким божественным и летучим, мы попытались узнать у нашей сегодняшней героини, заслуженной артистки Якутии Аллы Бузмаковой. Но, пожалуй, самая ее главная роль – это роль мамы, которую она играет ежедневно. Вот такая она, материнская любовь, всеобъемлющая, неподдельная, абсолютная. Недаром любовь матери сравнивают с солнечными лучами, которые дарят всем свое тепло. Как солнце льет свои нежные лучики вниз на землю, так и мамино сердце питает любовью и добротой своих детей. Алла Бузмакова тоже мама и также отогревает своим теплом дочек. В их доме им всегда хорошо. Также уютно и душевно всем артистам находиться в своем театре, ведь для них это и храм, и святилище, где проходит почти вся их жизнь. Они бесповоротно принадлежат сцене. Уйду из театра, если только меня прям выгонят. Ну, пока, слава богу, не было таких прецедентов. Я работаю. На будущий год будет 25 лет, как я официально работаю в театре. Вот самый такой показательный случай, что определило, наверное, мою будущую профессию, я не устаю рассказывать эту историю о том, как я ушла в театр в 3,5 года. Это вот в этой квартире родители стоят на балконе с моим старшим братом и что-то там обсуждают, а летом с балкона вид потрясающий. Там все, вот вся центровая жизнь, вот она как на ладони. А в театр приезжал цирк с гастролями. И мне, видимо, настолько это запомнилось, я помню только отдельные какие-то картинки, что там свет на сцене, что в зале темно, как-то вот это только. Но я так понимаю, что мне очень понравилось, что я стала играть в это, взяла свою самую любимую сумочку, надела самую любимую кофточку и родителям на балкон говорю: мам, папа, можно я пойду в театр? Они говорят: ну, конечно. Они-то думают, что я играю. Вот. А мне-то сказали: конечно. Я же правильный ребенок. Все, я оделась и вышла. До кнопки лифта я не доставала, поэтому я пошла пешком по лестнице. Вот, иду. И вдруг в какой-то момент бежит мой старший брат, хватает меня и говорит: ты куда, что это? Я, естественно, в крик. Я была такая горластая. Вот, что мне мама разрешила. И мама только слышит этот крик, а она уже внизу, на первом этаже, бегает там по подъезду, даже уже успела выбежать на крылечко, ищет меня. Они зашли с балкона. Алла, нет. Что, куда делась я? Она же сказала, что пошла в театр. И вот мама в лифте, брат по лестнице, папа остался что здесь, караулить, искать меня, где что. Вот. Мама бегает уже и по улице, спрашивает, не видели ли такую девочку рыженькую. Но вот благополучно не дошла я тогда до театра, но через много лет своим ходом все-таки дошла. Любовь к искусству в целом и к театру в частности проснулась у Аллы в глубоком детстве. Став чуть старше, тяга к миру прекрасного с каждым годом только возрастала. Окончила хореографическое отделение музыкальной школы. Окончила я музыкальную школу с красным свидетельством. Сотрудничала с театром оперы и балета, пока училась. Нас брали в театр оперы и балета, и первая роль, которую я сыграла как раз
в театре оперы и балета, в балете «Золушка». Я была самым маленьким гномом. Мы играли несколько лет этот спектакль. В спектакле «Баедерка» у нас был номер. В «Дон Кихоте» был спектакль, который был прямо на нас поставлен, на выпускников хореографического отделения музыкальной школы. Тогда же не было еще хореографического училища. И вот основные поставщики, так сказать, это была музыкальная школа будущих балерин. Был вот спектакль «Волшебные крылья», кстати, тоже такой вот для меня знаменательный спектакль, потому что, ну, во-первых, много событий происходило, мы его достаточно много играли, и там был такой момент, когда мы в конце, нас человек 9, по-моему, участвовало, основной такой коллективчик, и мы должны были забегать, садиться на качели втроем, и эти качели поднимались туда к колосникам. И мы на высоте, на приличной. Вот. Важно было, куда ты садишься. Потому что если сбоку, то у тебя есть возможность держаться за боковинку. А если ты посерединке садишься, то только за спинку. И обычно эти качельки-то перевешивали вот так. Было страшно. Но, слава богу, ни одного падения не было. Мы все удержались. Были маленькие, легкие, видимо. Но страшновато было. Вот, и когда встал вопрос поступления, сначала все думали, что я пойду в хореографическое училище, но мои амбиции были чуть-чуть выше, наверное, потому что конкуренция, наверное, в балете больше, а в драме больше шансов. И я поступила в филиал школы-студии МХАТ. К тому времени я уже видела, как учится мой старший брат в Москве. Он учился в Институте культуры и параллельно в ГИТИСе на режиссерском. Вот, так что пока я училась в школе, я очень много танцевала с ансамблем «Сюрприз». И мы частенько ездили куда-то на фестивали, на съемки. Поэтому я частенько была в Москве и видела, как проходит сессия у моего старшего брата. Все досконально видела, как сессия, как он готовится, как он этюды делает, какие у него там проблемы случаются, какая вообще студенческая жизнь. Я была знакома с мастерами с его, я иногда приходила к ним. Редко, но тем не менее. И вот тогда я для себя определила, что да, это мое. Вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. В одно ухо влез, в другое вылез. И стал молодец молодцом. А королевишна сидит в своем новом тереме о 12 венцах. Изначально, конечно, я планировала, что я поеду в Москву к брату, как большая. Но потом, во-первых, это были лихие 90-е. И родители мне четко дали понять, что боливар-то двоих не вывезет. Помогать брату и потом помогать мне. А я, с их точки зрения, была такая, тонкая, ранимая личность, что понятно, что с братом, но по большей части все равно я бы проводила время одна. И мама с папой начали говорить о том, что ты подумай, вот, как же мы тебя так отпустим, да, тяжело. А в этот момент я уже знала, что здесь есть филиал школы-студии МХАТ, и как раз на мою удачу, или, может, даже на удачу родителей, как раз был набор. Ведь набор проводится раз в 4 года, и как раз в мой год был набор. А мы еще и успели посотрудничать с руководителем этого филиала, с Юрием Николаевичем Козловским. Я училась в 10 классе, а у него в нашей школе был театральный класс. И он говорит, приходи ко мне хореографом. И я там что-то помогала им немножко в постановках. А потом, когда уже время набора в школу-студию, он говорит, приходи. И я, конечно же, видела в себе героиню, что не меньше, чем Катерину из «Грозы». И, конечно, я поступала с такой программой. И случилось так, что я знала, о чем говорили в приемной комиссии. И говорили, что нутро-то героини, но ростом не дотягивает.
Вот. И пропустили меня, тем не менее, во второй тур, и надо было что-то делать. Срочно. За ночь я учу новую программу, характерную. А в комиссии сидел Андрей Исаевич Борисов и Евгений Вениаминович Родомыслинский. Это профессор школы-студии МХАТ. Личность очень известная тоже, легендарная. Я учу Федота Стрельца. Скушай, заячий помет. Он ядреный, он проймет, и куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед. Вот, собственно, это Баба-Яга. И когда я читаю на втором туре, Андрей Исаевич так сползает под стол от хохота, потому что он не может открыто смеяться, но как-то свои эмоции куда-то надо деть. И он так раз и сползает под стол. Для меня это тогда ничего не значило, то есть у меня страх и ужас, что все пропало. А оказывается, нет. А оказывается, меня пропускают дальше, и я поступаю. И нас отобрали тогда 11 человек всего. Все учились при театре, прям в самом театре. У нас сначала мы занимались в репзале, а потом уже у нас была прям своя сцена малая, свое помещение. Так что мы, все педагоги приходили к нам, профессура, а московские приезжали раз в год, они менялись, у нас было 2 куратора, и всю сессию проводили с нами 1,5 месяца. Отучилась, закончила с красным дипломом, и по окончанию решила, что во мне есть какое-то такое желание, есть опыт, которым я очень хочу поделиться. Поэтому я прибежала на кафедру в родной институт, в родной филиал. Я говорю, возьмите меня хоть кем. Согласна. Очень хочу. Но приоритетное, конечно, мое направление было тогда сценическая речь. И наш преподаватель Галина Ивановна Новоселова взяла меня ассистентом. К 4-му курсу, к тому, как мои студенты выпускались, я уже осталась одна, единственный педагог. Мне было 22 годика, когда я пришла, 21 был, да, когда я выпускала, собственно, ну что там, 25, да, и я выпускаю уже первых своих студентов, одна, самостоятельно, как преподаватель. Было сложно, но очень интересно, и к тому моменту я решила, что все, я выдохлась, все, что могла, я отдала этим ребятам. И тогда уже не существовало филиала школы-студии МХАТ. Мы влились в Арктический институт культуры и искусства. Вот. И я не стала продлевать контракт. Я занималась театром, я занималась арт-директорством, рекламой. Всего по чуть-чуть. Мне было интересно. Но основное, конечно, это был театр. И вот прошло несколько лет, и я поняла, что так, я зарядилась, и могу снова взять студентов. Вернулась в институт на кафедру театрального искусства, и я снова педагог сценической речи. В этот раз у меня сил побольше, опыта побольше, поэтому я уже почти 10 лет с ними. Не один выпуск. Сейчас, наверное, самое главное, что есть, это кураторство в Щукинском театральном институте в Москве. Я так их, как курочка-мама, их собираю, этих цыпляток наших, целевиков. Смотрю за их успехами, мы с мастером все время на связи. Вот. И вот готовлю уже 2-й набор туда. В театре у нас есть театральная студия, в которую попали ребята, которые нам действительно интересны и которые потенциально могут пройти в театральный институт. Полностью отдаваясь сцене в театре и параллельно ведя педагогическую практику в Арктическом институте культуры, Алла не забрасывала и еще одно свое любимое дело – танцы. И когда поступило предложение развить хобби до профессионального уровня, Алла не отказалась. Это тоже мне пришло совершенно неожиданно,
Потому что я долгое время считала, что я не постановщик вообще, я чистый исполнитель. Вести за собой людей, ну, как-то нет, не мое. А в один прекрасный день случилось так, что у нас не было хореографа, а нужно было поставить номера к сказке. И долго искали, никого не могли найти. И я уже тогда вышла с инициативы, говорю, ну, если там ничего сложного, хотите, я прям могу перенять ту лексику, которая должна была быть. Вот, своего я там внесу совсем чуть-чуть, но зато могу порепетировать со своими. Говорит, да, давай. Такое вливание, как хореографа сначала все-таки репетитора произошло, а потом стало интересно, была, ну, опять же, очередная постановка, и опять не могли найти хореографа-постановщика. Я говорю, ну, давайте я попробую. Все остались довольны, и самое главное, я почувствовала к этому вкус. Потом следующая постановка, потом следующая, потом какие-то вообще неожиданные для меня. То есть ты же готовишься к материалу, что тебе говорят, что ну, давай попробуем поработать, вот нужно вот это, посмотри. Ну, хорошо. А тут я просто себя вижу в приказе, в очередном спектакле, думаю, ох ты, а со мной даже не поговорили, как же я сейчас буду, что же делать-то делать? Вот, пришла на репетицию, села, смотрю, думаю, так, понятно. И как-то оно само пошло, да, родилось. И вот именно, наверное, в этот момент я и почувствовала в себе основной заряд, что да, я могу, да, я хочу этого. Самое главное, что хочу. Если хореографические постановки ворвались в жизнь Аллы неожиданно, но весьма успешно, то крупные роли в театре пришлось нашей героине выстрадать терпением и долгим ожиданием своего звездного часа. К счастью, Алла дождалась и своей роли, и своего режиссера. Есть такая роль, это «Вишневый сад», Варенька. Я очень долго к ней шла, ведь ну, вообще актерская профессия – это же то пусто, то густо. И не всегда тебя видят в том, что ты бы хотела сыграть. И что, как тебе кажется, ты можешь сделать хорошо. У меня были разные времена и простоев, и когда меня совсем не видели. Режиссеры, ну, профессия такая. Она обязывает быть терпеливым. И обязывает все время ждать. И вот в какой-то момент я дождалась, это была Варя, и в ней скопилось, может быть, и хорошо, что у меня не было таких больших ролей до того момента, потому что скопились все эмоции, все нутро мое было готово и жаждало этого выплеска. И спектакль-то был, конечно, неоднозначный. Ставил Линас Зайкаускас. Были разные отзывы, но я, конечно, работала на 100%. И мы вот в паре с Мариной Слепневой, две сестры, мы на полную катушку там играли. Все, что предлагал режиссер, мы исполняли. И самое забавное было в том, что режиссер-то тоже такой вот, он непростой. Линас Зайкаускас, хотя я его с большой теплотой вспоминаю, потому что все работы, все, что мы с ним делали, я с удовольствием это делала. Так вот, Линас, он такой из Прибалтики человек, поэтому вроде с определенной психофизикой, но ругался он изощренно. И вот ставим, и все получали. Абсолютно все, кроме меня. Для меня это было так странно и страшно, что ты же думаешь, что это значит, что тебя не видят, не замечают. Может быть, на тебя уже давным-давно махнули рукой, что тут уже никто не поможет. А я же вот в силу своей тоже характера, вот этого, да, правильности. Я даже боялась подходить к нему, спрашивать, что. В какой-то момент я собралась силами, подошла и говорю, Линас, вот вы всем что-то говорите, а мне, я говорю, мне сказать тебе нечего, ты все туда делаешь,
дополнить нечем, все нормально, расслабься. Да, так бывает, оказывается. Ну, дальше работаем. И опять он мне ничего не говорит. Я говорю, Линус, ну хотя бы для проформы-то скажите что-нибудь. Да мне нечего тебе сказать. Вот, все, работай. Разбит у нас градусник. Сию минуту! Мы перестали играть этот спектакль, опять же, по стечению обстоятельств. Сначала я забеременела, потом забеременела моя партнерша, потом еще одна. А у нас вообще в театре как-то так, мы беременеем серией. И директор хватается за голову, говорит, что, и ты тоже? Так, что же делать? Мы вот прямо человек 6 или 7 девочек, а мы примерно одного возраста, ну там несколько лет разницы. И вот нас так выкосило, все в декрет ушли, потом все вышли, потом поработали, и опять все ушли в декрет. Когда первая забеременела, я говорю, ну все, сейчас все пойдем. Ну, собственно, так и случилось. Я к этому подошла, как мне кажется, вовремя. Конечно, в карточке стояла старая первородка, но я считала, что нет, у меня все правильно, все вовремя, и самое важное, по любви. Когда ты беременеешь от любимого человека, это так наполняет. И это была первая беременность. И вот это ощущение, что надо же, а что-то тут. А самое важное, это было, когда зашевелился первый ребенок. Ты же никогда не знаешь, как это проявится, и вообще не знаешь, что это за ощущение. И вдруг я вот лежу на УЗИ, у меня ощущение, что пальчиком с той стороны вот так меня коснулись, и это тоже вот это непридуманное, настоящее ощущение, что бабочки в животе. Никогда не забуду этого. Конечно, со вторым ребенком это уже все по-другому. Тоже ты ждешь, что вот когда-то там. И вот оно тоже, это прикосновение. Но это по-другому. Они удивительно похожи и абсолютно разные. Катюша, она... Ну, может быть, мы еще и неопытные родители были, не знаю. Но она нам задала джазу, конечно. Она была абсолютно неугомонной. До 4 лет это состояние мы вообще называли джиндой. Папа мой так назвал, это так приклеилось. Что-то очень оручее, очень шаловливое, да, очень скандальное, но при этом очень любимое и с определенной позицией. Вот она сразу росла с позицией. Это Катя. Несмотря на то, что я очень активный ребенок, когда была маленькая, так вообще. Но мне кажется, это я маленькая, это отражение родителей. Активная, как мама. Побегать где-нибудь, да, с радостью. Когда была маленькая, я выросла в театре. Меня носили все на руках, всегда практически. А сейчас я хочу, но не успеваю. Мальчик. Вот. А из них напрасно. Мальчик. Вот. Ты заслужила... Зачем текст держишь?
Была очень долгая установка, что я хочу быть актрисой, но в какой-то период я поняла, что нет. Я пока что для себя четко решила, что хочу быть дизайнером, архитектором. Кстати, с Катей мы даже, когда ей исполнялось 5 лет, мы проговорили с ней: ну все, теперь ты взрослая, это твой первый юбилей, и джиндой остался в прошлом. Да? И действительно, как вот отрезало. Стало гораздо легче и разговаривать, и что-то делать. Потому что она была маленькая, ей был год, она ни за что не давала вести себя за руку. Она очень рано пошла, в 10 месяцев. Вот. И ей очень хотелось самой исследовать всю территорию прилегающую, все, что лежит на асфальте, на полу. Это надо было трогать, нести с собой в карманы. И, видимо, за все мои страдания Бог мне потом через 7 лет послал Настю, этого послушного человечка, того, кого можно утихомирить, уговорить. Конечно, тоже со своим характером. Периодически у нас там тоже что-то там случается, но вот такого джиндоя нет. Я хожу на кружок «Сюрприз», и мне очень нравится танцевать. И первый раз, когда я туда пошла, мне было лет 5-6. Мои любимые танцы — это «Твоги да Енисея» и «Калинка». Потому что на «Твоги да Енисея» я солирую, и на «Калинке» тоже солирую. А на колыбельке мне нравится, потому что, ну, это напоминает мне мою маму. Как меня качали, как укладывали. Мне очень нравится. Такие замечательные, талантливые девочки могли родиться только у таких же не менее потрясающих родителей. Кстати, история их знакомства одновременно и банальна, и незаурядна. Удивительно, как жизнь порой ошеломляет и поражает своими хитросплетениями. Это тоже такая, с одной стороны, странная история, а с другой стороны, наверное, таких историй много. Мы знакомы с детства. Мы жили на соседних дачах через забор. И вот какой-то период, там, лето, носились по крышам, по заборам, смотрели, как кошка рожает и так далее. Вот. Потом он исчез. Это нам было лет по 5, по 6. Потом он исчез из моей жизни, и мы не виделись. Потом он снова появляется в моей жизни в «Сюрпризе». Он пришел с парнями вместе. Мы занимались вместе в «Сюрпризе». Но это тоже был какой-то такой короткий период, несколько месяцев, наверное. И он даже успел за мной поухаживать там. Я уехала на учебу в Питер и возвращалась, а он встречал в аэропорту с цветочком. Это был январь. Чуть-чуть подмерзли эти цветочки. Ну вот меня и, значит, еще одну девочку, с которой мы ездили учиться, вот ее тоже встречал парень, тоже из «Сюрприза». Но как-то снова он исчез из моей жизни. А дальше мы встретились... Даже не знаю, как об этом говорить-то. Мы встретились на сайте знакомств. Но там без фотографий мы, по разговору я почуяла, что что-то вот такое знакомое. И мы переписывались, и вдруг я понимаю, что я знаю, кто это конкретно. И потом я говорю: я знаю, кто ты. Точно знаю. Вот. И потом мы встретились уже в реале, пили кофе вместе, где-то там гуляли. Но я не воспринимала всерьез это, потому что Ваня, он такой очень эмоциональный, очень вспыльчивый, такой И мама даже однажды меня спросила: ты представляешь Ваню своему мужу? Я говорю: нет, мама, ты что? Нет, конечно, я его где-нибудь прикопаю, наверное, потому что в нем столько энергии, я не справлюсь с этим. Ну и что вы думаете? Мы так периодически встречались, смотрели киношки, там, пили кофе. Первый звоночек был, он попал в больницу.
с аппендицитом, причем с осложненным аппендицитом, с перитонитом. Он довольно долго лежал, и вообще это все могло плохо закончиться. Но я тогда не понимала, но ходила к нему в больницу. А по выходу из больницы он подарил мне такой маленький брелочек в виде овечки. Ну, я по году рождения я овечка. Он только вышел из больницы, буквально через неделю, наверное, может, чуть больше, я уезжаю на гастроли в Устнеру. Мы такой агитбригадой поехали. Я приезжаю в Устнеру и понимаю, что мне плохо, мне физически плохо, я дышать не могу. Вот я не вру. Мне действительно дышать было тяжело без Вани. Я понимаю, вот это я прилипла, вот это да. Думаю, так, что же с этим делать теперь? Вот приезжаю, и, видимо, он ощущал что-то похожее, потому что я приехала, и он сделал мне предложение. История любви Аллы и Ивана переросла в увлекательное семейное путешествие. Так же было и у родителей Аллы. Их отношения тоже прочны, гармоничны и крепки по сей день. Мама моя медик, она всю жизнь отдала медицине, 40 лет проработала. Папа мой инженер по образованию и тоже очень много работал. Но сейчас уже отходит от дел, и слава богу, потому что он такой неутомимый, это невозможно просто. Все время что-то происходит на работе, и что-то надо делать. И папа, пожалуйста. Нет, надо. Там мы даже в отпуск порой не могли уехать, потому что папа работает бесконечно. Они познакомились в Якутске, а папа мой приехал из Казахстана поступать сюда, учиться. Да, и как-то у них общая была компания, где он встретил мою маму, но не мог сразу открыться. И даже больше он носил записки от другого ухажера для мамы. Но он оказался настолько верным и преданным, и он так ждал маму, что это оказалось сильнее всего. Мама полюбила его, и даже у них была такая присказка, что ли. Мама училась в медучилище, и вечером поздно возвращается, и пешком в 9 часов вечера, и страшно, и не везде фонари светят. И она идет домой, и вдруг он где-нибудь из подворотни появляется со словами «Я рожден, чтобы спасти вас». И потом даже какой-то период это преобразовалось в другую присказку: «С гитарой и шпагой стою у балкона». И я уже даже попадала под влияние этой присказки. Уже появились телефоны, папа меня где-нибудь тоже выручал. И он звонил, говорит: «С гитарой и шпагой стою у балкона». А когда я лежала в роддоме, то папа писал очень такие трогательные записки. А все записки, которые он писал маме моей в роддом, они сохранились. Да, что я принес вот то-то и то-то, у нас все хорошо, люблю тебя, все такое. Не многословный так-то, но наверное, от этого еще ценнее эти записочки, где все по делу, все важное. А вообще у меня, в принципе, счастливое детство. То есть оно такое все яркое, и что, наверное, сложно какие-то отдельные, потому что все время что-то происходило, все время родители меня куда-то, что-то, и они всегда меня оберегали и поддерживали при этом. Казалось бы, какие-то авантюры, когда я уже стала подрастать, но родители меня в этом поддерживали. Со старшим братом родителям тоже пришлось повозиться, собственно, и по характеру, и
по темпераменту и по здоровью, что-то все время происходило. То он себе там глаз разобьет, то еще что-то. То есть его все время куда-то возили, что-то лечили и так далее. Со мной таких проблем особых не было. Но когда брат подрос, и он понимал, что сильно уж превосходит меня по силе, и как избавиться от сестры? Или заставить меня выговаривать какие-нибудь сложные слова, типа «достопочтенный». Или посадить меня на шкаф, и все, со шкафа я никуда не денусь. Сама я оттуда спрыгнуть не могу. Я вот сижу на этом шкафу. Мама, папа. Но когда мы выросли, все вот эти наши распри, какие-то недопонимания, они ушли, и это любовь и безусловная поддержка, что бы ни произошло, прав или не прав он, права или не права я в каких-то ситуациях, но мы поддерживаем друг друга. И он окончил режиссерский, и он снимался с Никитой Михалковым как помощник, и в каких-то его проектах, вот в этой студии 3T он работал. Но потом как-то так завертела, закрутила жизнь, что он стал очень много заниматься именно ресторацией. Наверное, мы, творческие люди, как-то тяготеем к этому, потому что в ресторации и я работала много. Помогала с заведением и как арт-директор, и как рекламщик. Он в Москве, он занимается ресторанным бизнесом, он и как шеф-повар, и как хозяин. Он это очень любит, хотя по поварскому делу он не учился, но это, видимо, тоже на генетическом уровне. У нас дедушка очень хорошо готовил. Вот тоже такое сочетание в моем деде по маминой линии. Он художник и играл на гармошке. Был первый парень на деревне, он здешний. Вот. И готовил прекрасно. А бабушка моя, она приехала из Омска. Значит, он покорил ее сердце тем, что такой бравый, харизматичный парень. И совершенно тоже они разные по темпераменту, по характеру, но вот сошлись. И мой брат наверняка много взял от деда. То есть он и рисует очень хорошо. Это с детства сразу проявилось. И, кстати, в моих детях это проявилось. Ну, вообще, я чаще смотрю только на маму, как она играет. Мне нравится роль, когда мама играет роль маскарад, где она в платьях. А вторая роль, это мне нравится «Часы с кукушкой», как она поет. Все мне нравятся роли. Еще мне очень нравилась эта Манша в мамином исполнении. Харизматичная, интересная. Классно наблюдать. Мама прекрасна. Я всегда горжусь своей мамой. Мне все одноклассники, когда мы на классных вечерах нас выводят в свет, так сказать, в театр русский, меня спрашивают: это твоя мама вышла, да? Я говорю: да, это моя мама. Все говорят, что мы похожи. Может быть, когда я буду уже побольше, повзрослее, может быть, я буду такой же, как и мама. Мама очень понимающая, как подружка. Мама моя, у нее очень развита интуиция. И мы, ну вот я-то точно с малых лет, мне кажется, мой брат тоже, с малых лет доверялись этой интуиции. До сих пор мы прислушиваемся. Вообще родители и, конечно, мама — это такие очень трепетные по отношению к своим детям люди. До сих пор. Ну вот с тонким ощущением своих детей мы до сих пор живем под их крылом. Моя мама — это, знаете, такое... Это такое облако любви.
уметь любить, оберегать и при этом давать свободу, наверное, немногие могут. Ни с чем не сравнимая сила любви матери не имеет границ. Это целый мир, целая вселенная, которая помещается в сердце женщины. Материнская любовь нужна человеку как воздух, как вода. Она самая-самая сильная, как защита ангелов-хранителей. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.